За каждым удачным подъемом стоит хорошая разминка, уверяет Александр Пятницын. Вот и сегодня, прежде чем маленькие альпинисты начнут брать высоту, он учит их правильно управлять собственным телом, работать ногами, а руки на подхвате. Вот основной принцип подъема на скалодром. Помни, самое главное – это ноги, они сильнее. Руки, они только для поддержки равновесия. Ни в коем случае не останавливайся на какой-то одной ноге, вот такой статической позе, напряженной. Как чувствуешь, что ты напрягся, что тебе тяжело, лучше повисни. Повисни и отдохни. Руки расслабленно потряси, покатайся, чтобы ты почувствовал уверенность. Потом опять вернись к стене и продвигайся дальше. Понял? Давай. 9 метров по сложному вертикальному рельефу Магомеду Мусиеву они дались еще 2 недели назад. Именно тогда, впервые придя в ФОК на секцию бокса, он увидел скалодром и захотел подняться. Эти первые ощущения он помнит до сих пор. Очень захватывающие. Я первый раз поднялся, и я захотел еще подниматься. Это очень интересный спорт, так как все мышцы работают. А вот Джамалил Мусиев, в отличие от своего старшего брата, на стену полез только сегодня. Нависающие участки даются не сразу, но наставления тренера и воля борца, которым он мечтает стать в будущем, дают результаты. Второй заход и первая покоренная вершина. Задачи, поставленные по развитию скалолазания в республике, самые высокие. Главное из них – подготовить олимпийского участника уже к 2024 году. С этой целью организаторы объездили все города и крупнонаселенные пункты республики, провели разъяснительные беседы со школьниками. Через документальные фильмы и рассказы знакомили ребят с альпинизмом, чтобы на таких открытых уроках найти потенциал, который в дальнейшем сможет представить регион на различных соревнованиях. После того, как мы проведем эти открытые уроки, в каждом регионе, в каждом крупном городе будет создана секция, которая будет тренироваться под моим руководством в течение 6 месяцев. Я буду проводить тренировки везде. Буду разъезжать по всей республике и буду, преподавать скалолазание. Со мной мне будут помогать преподаватели физической культуры и тот актив Федерации альпинизма и скалолазания Республики Ингушетия, которые хотят в этом участвовать. Тем самым мы будем ковать кадры, пока общественные кадры тренеров, преподавателей по спортивному скалолазанию. Кроме того, по программе развития альпинизма и скалолазания в республике в течение полугода в ФОКе совершенствовать навыки классического альпинизма будут 20 взрослых спортсменов, совершать восхождения и тренироваться по программе НП-1 и НП-2. Это начальная подготовка, утвержденная Федерацией альпинизма России. В результате полугодовой программы мы хотим успешно выступить, дети, в первенстве России по альпинизму в скальном классе, который будет в июле месяце здесь, в Кавдоломитах, на том скальном полигоне, который был очень хорошо организован и сделан 2 года назад. Там уже проводилось первенство России. Вот. Сейчас будет повторное первенство России, именно там же. Надеюсь, что команда Ингушетии уже выступит достойно. К этому мы шли 3 года. Как вы знаете, мы провели 4 чемпионата России, 2 первенства России, 2 Кубка России. И все, мы планомерно шли к тому, чтобы именно обучить наших юношей, наших девушек навыкам альпинизма, навыкам скалолазания. Проходить такие мастер-классы будут каждые субботы и воскресенье в течение полугода. Принять участие и попробовать себя в качестве скалолаза сможет каждый желающий. Жарадат Хулухоева, Хамзат Хулухоев, Новости 24.